Адам Нальгиев из селения Сурхахи внимательно слушает напутственные слова и пожелания от представителей военного комиссариата Ингушетии. Перед дальней дорогой новобранцы отправляются в город Мурманск пополнить ряды военно-морского флота. Морской флот хайхаржа. Хай мучай безым бар, Илья хания. Сегодня отправляется со сборного пункта Республиканского военного комиссариата пополнить ряды вооруженных сил страны 16 призывников. Это как раз те, которые сами явились в военный комиссариат и изъявили желание отдать долг родине. С ребятами познакомились и представители воинской части, где будут нести службу наши призывники. Они пока что отправляются в 8-й флотский экипаж с Красного Народного Северного флота, где пройдут дополнительное обучение и после этого будут распределены по частям Северного флота. Это туда входит весь Кольский полуостров, практически Архангельская область, а также территория Новой Земли и земли Франца Иосифа. Они на корабле будут? Нет, в данный момент на корабле только на случай по контракту. Они будут служить в береговых войсках. В Ингушетии я приехал первый раз за призывниками. И как призывники сами? Призывники прекрасные, все понимающие ребята, общаемся, даже придраться не к чему. И, в принципе, вот в Ингушетию приехали, очень понравилось. Природа, когда уезжал с дома, там снег шел, а здесь такая красота, одно удовольствие ехать. Все призывники понимают, что срочная служба является обязательной для достигшего 18-летнего возраста молодого человека. Осознают это и их родственники. Исрапил Картоев провожает своего племянника. Выбор того или иного рода войск, где он будет нести службу, призывник может сообщить в военном комиссариате. Здесь их пожелания учитываются и по возможности идут навстречу. Сегодняшняя отправка призывников является третьей по счету в рамках весенней призывной кампании. У нас всего, получается, мы отправили 36 человек, и последующие команды, они у нас будут уходить через день, между командами, там 2-3 дня всего лишь. Отправка следующая, какого числа? Следующая отправка у нас запланирована на 18 число, затем 24, 28 и так далее. И какие рода войск? Сухопутного. Сейчас ребята бывает военно-морской флот, город Мурманск, это самая дальняя отправка. Ежегодно мы туда отправляем людей. Те, которые убыли в прошлом году, там они до сих пор проходят службу. Они отправляются нести службу в северо-западную часть страны, на краю глубоководной бухты на Баренцевом море целый год. И уж точно успеют соскучиться по малой родине. Так что зажигательная лезгинка на дорожку весьма кстати. Адам Мережков, Джамалиев Султыгов, Новости 24.